Добрый вечер. На ТНВ новости Татарстана. В студии Альбина Асылгараева. И вот о чем расскажем сегодня. Сначала сваи, потом стерлядь. В Лаишевском районе заложили рыбоводный завод. План очень амбициозный. Ждать ли снижения цен на рыбу, узнал Дмитрий Аринин. Там прибавят, здесь убавят. Очень обидно. Кого из пенсионеров прокатят с транспортными выплатами? Лена Зинатуллина. От мусорного контейнера до полигона. Когда смогли бы четко проследить и сказать, что вот этот мусоровоз поехал на свалку. Доезжают ли мусоровозы до сортировочной станции? Их маршрут проследила Альбина Минибаева. Початый край. Так скажем, семена плохие, у них еще на сегодняшний день молочная спелость. Почему на полях Татарстана еще остается кукуруза? С особенностями уборки познакомился Рамиль Шайдуллин. Новое производство, новые рабочие места и новая продукция. Татарстан и немецкая Бавария сегодня договорились о реализации совместных крупных проектов на территории республики. Один из них – Этилен-600 на Нижнекамск-Нефтехиме. Сегодня основной день визита делегации республики в Мюнхен. Как культура переплелась с бизнесом, увидела и оценила Ляйсан Сабирова. Площадь Мариенплац, ратуша, знаменитые фонтаны Виттельсбахов и Меркурия, а также оккупированный фанатами Майкла Джексона памятник композитору Орландо Деласа. Онлайн-променад от президента по вечернему Мюнхену в сети интернет. А в баварской столице в эти дни особенно атмосферно. В 184-й раз на Лугу Терезы собираются туристы со всего мира на Октоберфест. В этом году их более 6 миллионов. Там, где гости отдыхают, хозяева работают. Обычный режим не отменяли и в компании Кнорбремзе. У них в Челнах с КАМАЗом совместное производство барабанных тормозов, осушителей воздуха и другой продукции. Немцы, довольны эффективностью инвестиций, Татарстан надеется на расширение. Инвестиционные компании KGIL и Pandable Partners на Татарстан имеют особые виды, практикуют русские. Из солнца, воды и ветра планируют возобновлять энергию. Татарстан и Баварию сейчас плотно связывает будущий этиленовый комплекс на Нижнекамск-Нефтехиме. За столом переговоров президент Татарстана, руководство компании Таиф и немецкого Линда. Это первая официальная встреча после подписания соглашения. Такое сотрудничество даст новый импульс развитию двусторонних отношений, уверен президент. Но есть пожелания. Немного истории, инноваций и секреты менеджмента от Siemens. Их продукция широко применяется компаниями Татарстана. Планируют расширить партнерскую сеть сотрудничества с вертолетным заводом Нижнекамск-Нефтехимом и КАМАЗом. Один из совместных проектов – развитие фабрики данных и создание 2 центров разработок. Показали нам некоторые примеры, которые мы будем воплощать тоже у себя. Инновациями удивляли и в IBM, а в торгово-промышленной палате Верхней Баварии подписали соглашение о сотрудничестве между палатами и меморандум о взаимодействии. Итоги визита подвели на встрече с премьер-министром Баварии. Ляйсан Сабирова, Марат Хусайнов, Александр Лобанов, ТНВ, Германия, Мюнхен. Еще один крупный и новый проект будет реализован в Лаишевском районе республики. Там начинают восстанавливать популяцию краснокнижной стерляди и форели. Сегодня в Лаишево заложили основание рыбоводного завода. Когда эта рыба появится на наших прилавках, узнаем у Дмитрия Аринина. Памятная капсула. Так легким движением руки начинается весомый вклад в дело рыбоводства страны. Около этого закладного камня возведут огромный завод. В нем разведут мальков, которые должны вырасти в стерлядь, форель и осетров. План очень амбициозный. Удвоить и даже утроить в ближайшее время производство рыбной продукции и восстановить утраченные водно-биологические ресурсы. Стерлядь в Красной книге – это, понимаете, очень большой показатель, то есть ее нету. Выращенную на заводе стерлядь и форель будут выпускать в Волгу и Каму. Так будут компенсировать утраченные запасы рыбы. Таким путем стерлядь из Красной книги хотят вывести за 5 лет. Имея такие водные пространства и настолько они оголенные, в этом случае и сидеть просто, ожидать, кто-либо нам что-то сделает, это было бы некорректно.
Также здесь планируют ежегодно поставлять на прилавки магазинов 50 тонн мяса осетра. Будут ли цены меньше, когда рыбы больше? Прогнозы пока осторожные. Это настолько сложный вопрос, и он больше относится не только к объемам рыбы, а в целом к маркетингу. Хочу сказать, что на цены все равно будет сказываться. Новый завод – это проект частного инвестора. Современное производство с отечественными технологиями. Будет содержаться маточное стадо, будет дозревать икра, а после оплодотворения и инкубации получать малька. Малек доращивается до веса от 3 до 10 грамм. Завершить строительство в первой очереди и получить первую продукцию на заводе хотят уже в следующем году. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Лаишевский район. Одним меньше, другим больше. Правительство республики изменило порядок предоставления транспортных выплат пенсионерам. С нового года сумма сократится вдвое для тех, кто получает высокий доход. А вот тем, у кого пенсия не дотягивает до 20 тысяч рублей, будет прибавка. Кому к чему готовиться, знает Лина Зинатуллина. Постоянно езжу. Каждый день на работу и обратно. Ирине Самариной возраст не мешает продолжать трудиться. Она из тех, кто неплохо зарабатывает. С нового года для тех, кто получает общий доход от 25 тысяч рублей, транспортную выплату урежут вдвое. Мы работаем почему? Потому что нужно обеспечивать, пенсии не хватает. Это плохо. Я, конечно, против этого. Хотелось бы, чтобы полностью, как всем неработающим, платили. Они же работают, значит, есть возможность и силы есть. Вместо 180 рублей всего 90. Так решил Кабмин. Он же и постановил, у кого доход меньше 20 тысяч рублей, выплаты наоборот повысят на 18 рублей в месяц. Сокращение коснется каждого 8-го татарстанского пенсионера. Зато тех, кому компенсации прибавят, еще больше. Это около 80% всех, кто в республике получает выплаты. В Минсоцзащиты республики сообщили. Сегодня транспортные выплаты в Татарстане получают 562 тысячи пожилых. Для пенсионеров с доходом менее 20 тысяч рублей в связи с ожидаемым ростом стоимости проезда компенсация увеличится с 448 до 466 рублей. Там повышается, значит, и нам, пенсионерам, должны что-то добавить. А то нам обычно пенсионерам добавляют, а на базаре уже добавили. Нам-то все равно. Ну а что, если эти же деньги дадут, мы на эти же деньги будем ездить. При всем при этом объем бюджетных средств на транспортные выплаты увеличивается ежегодно. За последние 2 года он вырос на 200 миллионов рублей, а на 2018 планируют выделить еще на 150 миллионов больше. Лина Зинатуллина, Данил Филатов, ТНВ, Казань. А вот субсидии на тепло вызвали ажиотаж в Челнах. Здесь начали перерегистрацию документов на получение льгот. В результате огромные очереди в центрах материальных выплат, нервы, споры и испорченный день. В чем причина? Не справляются сотрудники соцзащиты или все дело в нерадивых челнинцах? В ситуации разбирался Сергей Хайдаров. На часах 8 утра, а у центра уже больше 200 человек. Причем в этот период специалисты начинают рабочий день на полчаса раньше. Но людей от этого не меньше. Чтобы получить талон, челнинцы занимают очередь с рассвета. 6:53. Сегодня пришла я в 5 часов. 40-я. 42-я фактически. Ну, что сделать? Это безобразие. Любовь Квасова здесь встречает второй рассвет. Вчера ей талонов не хватило. Сегодня повезло. Мы такие законопослушные, нам надо скорее за квартиру платить скорее, это за газ скорее заплатить. Вот мы такие законопослушные. Это оформить, это субсидию тоже хочется побыстрее. Такой же логики, видимо, придерживаются и остальные. Сотрудники центра говорят, ажиотаж на пустом месте, ведь переоформить субсидии можно до 15 октября. Ведут прием 10 специалистов, ежедневно каждый специалист принимает около 40 человек. День. Талоны выдаются ежедневно на текущий день. Порядка 400 талонов. Причем документы в городе принимают сразу в 5 пунктах. И везде одно и то же. Везде так. Хоть поликлинику, хоть сюда, хоть этих железных ящиков наставили. Ему не возразишь, не поспоришь с ним. Я вот приходила ближе к 15-му, ну, когда мне указано было в расписке. И когда сегодня пришла, вообще выпала в осадок. Думаю, что это такое? Первый раз такое столкновение, никогда такого не было. Так что вот просто люди сами еще создают такой ажиотаж. Надо как-то распределяться. Между тем, в очереди приходится стоять как пенсионерам, так и инвалидам. Выездные специалисты предусмотрены лишь в одном центре. А вот талоны на прием заранее взять можно. За полгода или через интернет они в свободном доступе. На предварительную запись выделяется всего 30%. То есть эту предварительную запись люди уже разобрали месяц ранее, полгода тому назад талоны разобрали.
А так талоны ежедневно есть на предварительную запись на полгода вперед. Чтобы избежать очередей, специалисты советуют талон не брать накануне визита, а делать это заблаговременно. Еще проще через интернет. Сергей Хайдаров, Ксения Шулакова, Ильнар Мустафин. ТНВ, Набережные Челны. Найти работу по душе. Теперь инвалиды в Татарстане могут работать ювелирами, санитарами, программистами. Новые рабочие места по всей республике создают в рамках специальной федеральной программы. Сейчас трудоустроили уже 25 тысяч татарстанцев с ограниченными возможностями здоровья. Предприятие работодателям компенсируются затраты за оборудование и оснащение рабочего места в размере 72 690 рублей. На эти цели по городу Казани выделено в этом году более 2 миллионов бюджетных средств. От мусорного ведра до полигона в Казани сейчас больше 1000 контейнеров для сбора пластиковых бутылок. Но сторонники раздельного сбора отходов не уверены, что вторсырье идет в дело. Мы решили проверить маршрут движения мусорного пакета с пластиком. Заезжает ли каждый мусоровоз на сортировочную станцию? Альбина Минибаева. Мы в самом обычном Казанском дворе, где расположены контейнеры для сбора твердобытовых отходов, куда складывается весь мусор. Не самое приятное дело ковыряться в мусорке с утра, но нужно же показать. Вот картонка здесь, пустые банки пластиковые. Ежедневно весь этот мусор собирает и вывозит спецмашина «Полигон». Конечный пункт. Перед этим обязательно каждый мусоровоз должен заехать в сортировочную станцию. Выгружаемся на Васильченко, 6 на заводе. Мы решили убедиться, действительно ли мусоровоз заезжает на сортировку. Общественник Антон Голубков в этом сомневается. Общение с водителем мусоровозов показывает, что они напрямую иногда возят на свалку. Значит, это исключает у нас отбор вторсырья. Раздельным сбором вторичного сырья занимаются частные компании, которые дают вторую жизнь мусору. Для пластика отдельные контейнеры. Но приверженцы сортировки тоже сомневаются в честности мусоросборщиков. Сомнений есть, как нет. Но я думаю, вот это все равно идет на утилизацию. Перерабатывают, как-то что-то делают, и я так предполагаю. Чтобы отсеять все сомнения, мы проследовали за этой спецмашиной. В итоге транспорт все же заезжает на склад. Сбор, учет и сортировка. Работа с мусором тоже требует порядка. ПЭТ-бутылки из 1000 спецконтейнеров собираются в одном месте. Сюда стекается часть пластика со всего города, порядка 3 тонн в день. Здесь его собирают, сортируют. По традиции посмотрим, здесь пороемся в мусорке. Вот здесь, например, пластик с подсолнечного масла. Здесь с разной продукцией, здесь тоже все подряд, скажем так. Здесь цветные тары. Ну, вот они, цветные тары. У мусора тоже есть свои отходы. Именно они отправляются на полигон. Но все, что попадает под пресс, дальше только возрождается. Это уже отобранная продукция, здесь уже в мусор не попадет никак. Он уже готовая продукция, то есть идет сразу на производство. Они востребованы у переработчиков. И, собственно говоря, я думаю, что в ближайшее время производственные мощности по утилизации данного морфологического компонента, они будут наращиваться. Республиканский Минстрой все же не скрывает, не все мусоровозы с бытовыми отходами заезжают на сортировку. Многие едут прямиком на полигон. Все потому, что мощностей казанских сортировочных станций не хватает. Хотя каждый мусоровоз на 60% заполнен не мусором, а вторсырьем. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Маникюр стереть, аксессуары снять. Прокуратура Тюльчинского района опротестовала незаконные правовые акты 4 школ. Выяснилось, школьным постановлением запрещено то, что разрешено федеральным законом. Несколько школ района предъявляли дополнительные требования к внешнему виду учащихся. Кроме того, они не допускались до занятий без школьной формы. Законного же основания для этого нет. С целью приведения правовых актов образовательных организаций в соответствии с федеральным законодательством прокуратура Тюльчинского района принесла протесты. Данные протесты должны быть рассмотрены в течение 10 дней. В случае отказа в удовлетворении данных протестов прокуратура района будет добиваться в судебном порядке изменения положения о школьной форме. Это новости на ТНВ и далее в программе. Початый край. Ну, так скажем, семена плохие, у них еще на сегодняшний день молочная спелость. Почему на полях Татарстана еще остается кукуруза? С особенностями уборки познакомился Рамиль Шайдуллин. Безопасность или лишние штрафы? Я заклеюсь, поеду в Тольятти, закатаю лоб. И как еще? Почему вопрос о тренировке уже можно назвать вечным? Разбирался Салават Мухаммадуллин.
помощь пострадавшим вкладчикам и обманутым дольщикам на земельном участке Республиканского фонда поддержки могут появиться дома и таунхаусы. Участок, который находится в районе поселка Аракчино, осмотрел президент Татарстана. Это пока лишь один из вариантов, который предложили Рустаму Минниханову. По мнению экспертов, строительство таких объектов снизит нагрузку на инженерные сети. Предполагается, что вырученные деньги, а это 12 миллиардов рублей, пойдут в помощь пострадавшим. Не вся кукуруза дозрела. В Татарстане продолжается уборочная страда. Сейчас все внимание к овощам и кукурузе. Если с картофелем все по плану, то с последней небольшие задержки. В Арском районе из половины площадей до сих пор не собрали желтые початки. Откуда такие отставания, выяснял Рамиль Шайдуллин. Теплая осень – благодать для землероба. Только за вчера Ришат Хафизов намолотил 300 тонн кукурузы. Ожидаемо ее хватает и на семена, и на силос. Хороший корм много, только успевать надо убрать. Убирать и ускоряться. Из 10 тысяч гектаров на силос ушло только 2. А до 1 октября нужно убрать все. Но часть полей специально не трогают, культура дозревает. Зерна уже не белые, но еще не похожи на ту самую кукурузу с картинки. Тем не менее, они убираются, потому что идут на корм. А вот эта золотистая, но жесткая россыпь уже на зерно. На этом поле у нас делается гибрид краснодарский 194. Идет на силос, а на зерно используется в нашем хозяйстве гибрид рост 140. А если сорт 1 и недозревшая кукуруза растет бок о бок со спелой, по мнению аграриев, причиной аномалии могла стать погода. Кукуруза, например, должна иметь, так скажем, условно-восковую спелость уже. А вот у кого, так скажем, семена плохие, у них еще на сегодняшний день молочная спелость. А вот картошка дозрела, но в поле пока остается больше половины. Ее много, поэтому надежда на технику и экипажи. Гнилой картошки бункер кидаю. Потом это глина, если попадает, и ботва, там зеленка. Все сюда кидает. Все чистая картошка. Самый тщательный отбор на финишной прямой. За неделю сортировщицы отобрали тонны чистых плодов уже к зимовке. На склад сохраняется до... Когда все дозреет и попадет на склады, пока не сделано и третье. Но арские аграрии надеются управиться за 2 недели битвы за урожай в Татарстане. Пока по республике добыто больше 4,5 миллионов тонн кукурузы, 42 тысяч тонн картофеля и 700 тысяч тонн сахарной свеклы. Рамиль Шайдуллин, Амир Залюшев, ТНВ, Арский район. Село живет по своим законам, и юмор и шутки здесь тоже своеобразные. Так, на лугах Сармановского района настоящий цирк. Буренки дрессированные. Видно, что местный пастух часто устраивает такие своеобразные совещания. Притом коровы внимательно слушают своего наставника и отвечают ему. 9 миллионов рублей за тонировку. Столько в этом году собрали автоинспекторы за такое нарушение. Водители уже который год не останавливают ни штрафы, ни даже угрозы заключения. Искал компромисс и услышал мнение Салават Мухаммадуллин. Чаще всего используют пленки 95%, это крашеные и металлизированные. На выбор почти с десяток вариаций тонировки. Рустам Мидхатов в этом деле ас. По его словам, тонировка передних стекол сейчас не в тренде. Штрафы дают о себе знать. Съемную тонировку мы не делаем. Почему? Она сильно искажается внутри. То есть светопропускаемость изнутри, то есть видимость очень плохая. При максимальной тонировке, даже когда солнце в зените, в машине кажется, что уже глубокий вечер. При этом снаружи происходящее в салоне скрыто от глаз посторонних. Удобно, бесспорно, но по букве закона эдакий тюнинг можно использовать только на задних стеклах. Передний обзор должен быть чист. Искать любителей приглушенного света сегодня вышли в рейд автоинспекторы. Только в этом году из-за тонировки выписано 18 тысяч протоколов. Светопропускание ветрового и передних боковых стекол транспортного средства должно составлять не менее 70%. Если этот норматив не выполняется, эксплуатация транспортного средства запрещается. Предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Правда, результата от таких мер мало кто видит. Ну да, я заклеюсь, поеду в Тольятти, закатаю лоб. А как еще? Главный аргумент водителей – палящее солнце. Большинство с фактом нарушения не спорит. А потому что жарко в машине было? Они говорят, жарко? Я говорю, да, жарко. Я бы сначала ездила без тонировки. Хотя среди автолюбителей есть и те, кто пользуется шторками, и считается это вполне законно. Это вообще антивандальная сетка, чтобы не было. Я ее забыл снять.
Наказание – те же 500 рублей. Платить многие готовы раз за разом. Выхода из ситуации пока не видно, хотя предложения от автовладельцев поступают. Здесь, наверное, можно сделать компромисс, ну, например, как в южных странах сделано, или еще что-то. Например, можно сделать, например, только на определенное время года. То есть, когда жара. Такая мера, возможно, могла бы остановить спор между любителями тонировки и автоинспекторами. А пока первые продолжают платить штраф, а вторые, который год, уже ловят одних и тех же нарушителей. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Пиковая дама, бег, когда зажгутся фонари. В столичных театрах новый сезон. Сегодня в Казани руководители театров представили свои афиши. К примеру, Качаловский начнет с бега. Пьеса Булгакова стартует 6 октября. В планах и большие гастроли. 7 театров Татарстана отправятся в межрегиональный тур. Премьеры ждут не только в столице, новый сезон и для городов поменьше, благодаря федеральной программе «Театры малых городов». Татарское чудо-кукла из Китая. Нижнекамская семья Гайни Мухаметовых создала куклу, которая привлекает не только своим красивым видом. А чем еще? Светлана Звонарева. Гуантель на английском, а еще на татарском и русском. Идея создать поющую куклу возникла у нижнекамской семьи Гайни Мухаметовых. В свое время они создали собственный татарский вокальный инструментальный ансамбль «Лазат». Все люди, так скажем, мира еще знали, о чем поется, и донести до них значение песни, и кто такие татары, и вот как они поют. То есть пришлось на английском тоже выучить. Год кропотливой работы, и вот результат. Кукла – настоящая татарская красавица. Сделали в Китае из фарфора. Образ рисовали по фотографии старшей дочери Энже. Пытались более точно сделать, постарались. Только цвет глаз поменяли. Колфак – национальное украшение, платье расписано вышивкой и стразами. Придумать дизайн и сшить костюм – эта ответственность легла на плечи прекрасной половины семьи Гайни Мухаметовых. Пока что, да, пока 2 платья у куклы, а вообще, мне кажется, в дальнейшем, если все будет все хорошо, возможно, еще прибавятся наряды. Эта кукла не просто игрушка-сувенир, а настоящий учитель. Создали ее для обучения маленьких нижнекамцев, чтобы через популяризацию национального образа привить детям интерес к татарской культуре и языку. Светлана Звонарева, Регина Сулейманова, Максим Липин, ТНВ, Нижнекамск. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Подозрительную коробку обнаружили в доме на улице Лазарева, Казани. Находка оперативников привела в умиление. Подробности через несколько минут. А далее выпуски спорта и прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. И снова на арене цирк «Корона». Эксклюзивная программа «Империя хищников», акробаты, клоуны, силовой жонглер и самый опасный цирковой номер «Колесо смелости». Дилер Nissan номер 1 в Казани «Автоцентр Марка» представляет. Берите Nissan без дилерской наценки. Скидка до 200 тысяч рублей. Подробности 4 пятерки 3 единицы. 6 октября театр Галяскара Камала открывает новый сезон. В этот день для вас на сцене легендарная «Голубая шаль». 112-й сезон «Встретим вместе». В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Ищешь иномарку? Выбирай Datsun в новом автоцентре «Марка». Грандиозные скидки в честь открытия. Стань первым обладателем Datsun по спеццене. Звони 4 пятерки 3 семерки. Только в сентябре приходи в аквапарк «Ривьера» и получи 2-й билет в подарок. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. За выгодными ценами в Вессон. Грудка куриная 155 рублей за килограмм. Лук репчатый 1 килограмм 12 рублей 90 копеек. Акция действует с 19 по 25 сентября в гипермаркете Эссен. Действительно выгодно. Эссен. Мы знаем нашу страну, а не адаптируемся к ней. Поэтому все необходимое уже в базовой комплектации. «Лада Веста». Новое поколение «Лада». «Лада» с выгодой 10%. Автоцентр «Парус».
А почему 5 Б не идет в поход? Ребята, вы умеете оказывать первую помощь? Нет. Все. В поход идут только старшие классы. 5 Б пойдет в поход. Yes. А где ты этому научилась? Мама научила. А это меня папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. УАЗ сделал настоящий внедорожник доступным. 100% драйва по честной цене. Теперь УАЗ Патриот от 699 тысяч рублей. УАЗ Канавто. Сибирский тракт 52 230 30 30. Добрый вечер. Время новостей спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Разгромили соперника на домашней арене. Хоккеисты казанского «Акбарса» не оставили шансов рижскому «Динамо». Гости плохо стартовали в сезоне. Всего 2 победы в 12 матчах. Причем 8 последних встреч хоккеисты из Риги проиграли. Но никто не ожидал, что встреча с «Акбарсом» станет самой разгромной. На 7 шайб хозяев площадки «Динамо» смогло ответить только 2. Настоящим героем игры стал чешский нападающий Иржи Секач. По итогам встречи он смог оформить первый хет-трик команды в этом сезоне. Кроме легионеров, в составе барсов отличились Абросимов, Яськов, Азеведа и Лукаянов. После 10 матчей в активе Акбарса стало 21 очко. В следующем туре уже завтра казанцы сыграют в столице Словакии, Братиславе. Начало поединка в 20:00, прямая трансляция на нашем телеканале. Надежно сыграли в обороне, поэтому все моменты, не все моменты, но многие моменты использовали и очень хорошо. Я считаю, результативная игра, и она по содержанию хорошая игра была. Весь пьедестал почета за татарстанцами. В Казани завершился всероссийский турнир по бадминтону среди юношей и взрослых. 300 лучших спортсменов из 15 регионов на протяжении 3 соревновательных дней боролись за победу в 5 разрядах. Среди младшего возраста представители республики завоевали на соревнованиях 2 золотые, 1 серебряную и 9 бронзовых медалей. Среди основных спортсменов Татарстан также поразил всех. Наша команда завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Абсолютный триумф республиканского бадминтона. И в завершении новости единоборств челнинские тэквондисты завоевали медали на международном турнире Polish Open, который прошел с 15 по 17 сентября в Варшаве. Титул чемпиона завоевал 20-летний Марат Габдульбаров, призер чемпионатов и Кубков России. Серебряной медали удостоен действующий обладатель Кубка России, призер Всемирной универсиады, 20-летний Рафаэль Камалов, выступающий в весе до 87 килограммов. Обладателем бронзовой награды в категории до 58 килограммов стал Сергей Кирсанов, ранее в этом году уже победивший в Кубке России. Сейчас спортсмены начнут подготовку к европейским стартам. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – санаторий Ассы. С 1 сентября 2017 года санаторий Ассы Республика Башкортостан объявляет акцию «Заслуженный отдых». Скидки пенсионерам 5% при наличии пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 8 906 100 ровно 30 50. С 1 сентября санаторий Ассы снижает цены до 20%. Также скидки для пенсионеров 5%. Все подробности по телефону 7 85 15. Код города 34 792. 8 906 100 30 50. А теперь о погоде. В предстоящие сутки температура в республике немного понизится, но осадки по-прежнему не ожидаются. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет ясно и без осадков. Ночью до 12 градусов тепла, днем же до плюс 19. На северо-востоке ожидается малооблачная погода. Температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, днем же будет до 16 градусов выше 0. На севере Татарстана преимущественно ясно. Ночью плюс 10, днем же температура воздуха составит плюс 16 градусов. На северо-западе малооблачная погода сохранится. Температура воздуха в ночные часы составит до 9 градусов тепла, а днем будет плюс 15 градусов. На юго-западе ясно, без осадков. Ночью плюс 7, днем же плюс 17 градусов. В центральном районе республики ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью составит до 9 градусов тепла, днем же до плюс 17. В последующие сутки ожидается облачная погода, а температура немного понизится.
Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка, установка бесплатно. Только в сентябре назовите пароль ДМ Мебель и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Спонсор прогноза погоды – кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка» предлагает оформить сбережения на сумму от 150 тысяч рублей и получить сертификат на отдых в санатории. Подробности по телефону 239 17 36. Спонсор выпуска – кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Адрес Казани, улица Чистопольская, дом 55. В предстоящие сутки в Казани ожидается ясная погода. Ночью будет до 8 градусов тепла, днем же до плюс 17. Ветер западный с порывами. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Ожидается магнитная буря. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Приволжский». Это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра Казани. Успей купить квартиру в готовом доме по цене строящегося. Телефон в Казани 561 08 81. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома на берегу реки Волга. Индивидуальное отопление, качественная чистовая отделка. Торопитесь, скоро сдача. Телефон в Казани 561 08 81. ЖК «Приволжский». Качество по разумной цене.